Это Тандыр Медиа. Рассказываем о событиях и людях в Кыргызстане так, словно свобода слова пока еще действительно есть. Меня зовут Дмитрий, и всем вам терпения и благополучия. В Чугурку-Кенеше сегодня правительственный час. С отчетом перед депутатами должен был выступить председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев, но не выступил. Турагат Чугурку-Кенеше сообщил, что глава Кабмина вылетел на международный форум в Дубае и что это важнее. Я в Дубае, я еще отдыхаю. Да, я так богата, и я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают, они видят мои шмотки и тупо повторяют. А еще спикер парламента добавил, что встретился вчера вечером с президентом Садыром Джапаровым и что вопрос возникших шероховатостей между исполнительной и законодательной ветвями власти был улажен. Напомню, президент обвинил депутатов в популизме за то, что они попытались отстоять частные автошколы. А отдельные депутаты вчера проявили небывалую смелость и попросили исполнительную ветвь власти быть повежливее с законодательной. Мен кечинде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич менен сүйлөштүм. Бул маселелер боюнча биз талкууладык. Мен ойлойм, кечээ бул жерде айтылган сын пикирлерден сөз жыйынтык чыгат. Биз эң башкысы өлкөбүздө тынчтык, ынтымак, ырашкерлик болуш керек. Биз сөзсүз түрдө бийлик бутактары бири-бирибизди сыйлап, алдыга жылы беришибиз керек. Элдин бакубат жашоосу үчүн, мамлекеттин жыргалчылыгы үчүн баарыбыздын максатыбыз бир. Ал эми аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосундагы анча-мынча көз караштардын келишпестиги, анча-мынча кайым айтышуулар бул мен ойлойм мыйзам ченемдүү көрүнүш деп, бирок өтө татаалдаштырбаш керек. Отчитываться перед депутатами вместо главы Кабмина пришлось первому зампреду Данияру Амангельдиеву. Теперь по порядку пройдем по самым острым вопросам. Во-первых, ситуация на Ошском рынке, о которой вчера рассказывал мой коллега Валерий. Торговцы всерьез встревожены тем, что они могут потерять свои точки, в которые вложены средства и под которые взяты кредиты. Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев, который почему-то занимается этим вопросом, заверил, что уже к 1 августа этого года будет достроен новый рынок, и туда переведут торговцев из Ошского рынка. Сам Ошский снесут, и на его месте обещают разбить парк и построить больницу. Но сегодня на заседании парламента выяснилось, что ситуация гораздо сложнее. Вчера во время выезда руководитель Каныбек Тургумбекович на Ошском базаре дал информацию, что 916 торговцев будут перевезены и получат свое место. Так это? Да, так. На сегодняшний день, со слов замакима Ленинского района, на Ошском базаре 8,5 тысяч торговых мест находится. Я думаю, мы сделаем опрос. Соответственно, те торговцы, которые присутствуют сегодня на Ошском рынке, будут обеспечены соответствующими местами. То есть вы до сегодняшнего дня не в курсе были, что там 8,5 тысяч? Если честно, у меня нет такой информации. Да. А она есть у кого-нибудь? Разрешите, Даниил Раджилашевич, да. Мэрия города Бишкек, Алиев Рамис. У нас по данному факту создана комиссия. Неоднократно мэрия города и управление делами президента выезжали для составления, предварительно составления граждан, осуществляющих торговлю. И вчера также было озвучено со стороны УД, что все те торговцы, которые осуществляют в настоящее время торговлю на Ошском базаре, им будут предоставлены места на новом Ошском рынке. Все, значит, вы сейчас ответственно заявляете от имени мэрии, что 7350 торговцев, которые, согласно вашей информации, получат место на новом Ошском базаре. Цифру сейчас, вот комиссия определяет цифру, потому что мы сейчас, это общая цифра, есть среди них, которые занимаются в незаконной, без регистрации торговой деятельностью, это общая цифра. Есть там с одной точки по 10 человек, там родственников, поэтому нам было поручено составить четкий перечень или лиц, которые официально ведут
предпринимательскую В деятельность. целом В общем, ответы были довольно размытые, и вряд ли после таких ответов уляжется тревога у мелких предпринимателей Ошского рынка. А вот министр строительства Нурдан Урунтаев считает, что исторические сталинки в центре Бишкека свой срок отслужили. Ну и, соответственно, могут пойти под снос. Здесь важно напомнить, что 37-летний Урунтаев по профессии милиционер и до 2022 года служил в системе МВД в следственных службах. Но последние 3 года демонстрирует качественный карьерный рост. Сначала в мэрии Бишкека, теперь вот министр строительства. Бывший милиционер Нурдан Урунтаев ревностно продвигает идею реновации в Бишкеке, то есть снос старых домов и строительство новых. Отвечая на вопрос депутата Гули Коджакуловой, которая, кстати, в прошлом прокурор, Нурдан Урунтаев нарвался на замечания от нее и перестал отвечать на ее вопросы. Данияр Джулдушевич, скоро генплан придет вам правительство. Я хотела бы обратить особое внимание, когда обсуждали вопрос центра, да, застройки центров и так далее. Вице-мэр Азамат Мурза нам сказал, что будет застройка, это среднеэтажность. Понятие среднеэтажность, оказывается, это 9 этажей. Это как центр Сталинки. Исторические, архитектурные строения. Вообще у нас все это идет на уничтожение, что ли? Разрешите ответить? Генеральный план на сегодняшний день разрабатывается со стороны мэрии города Бишкек. Заказчиком является мэрия города Бишкек. Ну, мэрия города Бишкек это все-таки столица? Разрешите вам ответить? Что касается 9-этажных... Ну, тон убавьте и отвечайте спокойно. Ну, я же вам отвечаю же, вы же перебиваете же. Нурдан Кемелович, Что-то вы путаете, кто кого. Ну, разрешите ответить? Вот именно по вашему вопросу касательно 9-этажных и сталинок. Но сталинки на сегодняшний день, они уже пережили свое, и они практически находятся в аварийном состоянии. А вы вправе делать оценку, пережили, не пережили? Что, главный архитектор у нас страны? Мы оцениваем ее по техническому нормированию. Они сроки свои, жили свои сроки эксплуатации. Они были в свое время рассчитаны на 50 лет, но практически простояли более 100 лет. Вы путаете хрущевки со сталинками. Ну, Гуля Ахматулловна, можно я отвечу? Да, я вот обратилась все-таки к вам. Да, Гуля Ахматулловна. В целом, конечно, безусловно, будет приниматься техническое состояние этих зданий. Мы тоже хотим сохранить исторический культурный центр наш свой, как вы говорите. Ну, я думаю, что это справедливое замечание будет учтено, но все равно будем отталкиваться от технического состояния этих зданий. Кроме того, мы говорили с вами о законе о реновации, это тоже как бы, неизбежная часть модернизации и развития городской инфраструктуры. Но, безусловно, те вопросы, которые вы подняли, они будут учтены. Но не то, что я поднимаю. Вы поймите, что это вообще в целом общество. Да, Речь идет же об историко-архитектурных строениях. Речь же об этом идет. Вы понимаете, это же облик столицы. Да. В любом государстве вы сами ездите, всегда есть старый город, новый город. Почему этот принцип не соблюдается? Я не могу понять, у нас министр строительства, он что, большой специалист в историко-архитектурных строениях? Почему мнение вообще специалистов не учиться в этом вопросе? Гуля Ахматулловна, мнение специалистов будет учтено, кроме того, исторический центр будет тоже сохранен. Ответить министру строительства Нурдану Урунтаеву все же пришлось, но уже на реплике другого депутата. Минстрой не вводит в эксплуатацию ряд объектов недвижимости в Оше и Бишкеке, заявил Акылбек Туманбаев. Атаку на Министерство строительства он начал еще во вторник. Мы подробно говорили об этом в выпуске. Сегодня дискуссия продолжилась. Туманбаев заподозрил Урунтаева в сговоре со строительными компаниями. Нурдан Кемелович, сизге суроо. Сиз азыр эле айтып өттүңүз, мына Бишкекте, Ошто биздин чоң шаарларда курулган баягы жеке менчик тарабынан курулган үйлөрдү вот эксплуатация кылбай атасыздар да. Мына 2-3 жыл, 4 жылдан бери тургандар бар. Элдер жашап атат. Бүгүнкү күнү кимиңиздер кызыктарсыздар. Ошонун мына миллиарддаган налогдор ошол салык кызматына түшпөй атат. Ал жерде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, вот эксплуатация кылгандан кийин алар ошол салык төлөш керек, билесиздер.
ошол салагын төлөбөй, ошолорду созуп, ошол сиздер миң курулуштун кызматкерлери, сиздер кызыктар болуп, алардын менен келишим түзүп алып, бүгүнкү күнү бото эксплуатация кылбай атасыңар да. Эмне үчүн? Уруксат берсеңиз мен жооп берип коеюн. Биринчиден, кызыктар эч ким жок. Мисал катары айтып кетсем, ошол 2022 жылга чейин республиканын аймагында 200гө жакын 200дөн ашык. 200дөн ашыкпы, 200дөн жакынбы ушундай 200 тегерек 200дүн тегерегиндеги объектилер республиканын аймагында воду жок жашап келишкен болчу. Бүгүнкү күндө биздин атайын комиссиябыз бар, былтыртан баштап иштеп, 1 жылдын ичинде ошол эле объектилердин 150гө жакын объектини биз водко бердик. Бул эч кандай документтери жок болчу. Жана ошондой эле курулуш компаниялардын мурунку эски курулуш компаниялар болгон. Анын ичинде баягы ошол эле компаниялардын ээлери качып кеткен объектилер болгон. Ошонун баардыгын биз эске алуу менен былтыртан баштап иш жазадык. 1 жылдын ичинде 150гө жакын объектини биз водко бердик. Ал эми калып аткан дагы 50дөй объект бар. Биз ачык айтабыз, булар боюнча биз иш жүргүзүп келип атабыз. Биз булар боюнча дагы жакын арада чечимдерди кабыл алып, эгер бардык нормаларга жооп бере турган болсо, жана эң биринчи шартыбыз ушул коопсуздук маселеси. Эгер жер титиресе же кандайдыр бир ырсыктар болсо, ошол үйлөр кулап калбаш керек. Биз ошо жагында өтө мындайча айтканда эске алып туруп, анан ошонун негизинде воддорун берип атабыз. Слишком высоки цены на госипотечное жилье, так считает депутат Нурланбек Азагалиев. Замглавы госипотечной компании Нурлан Кудайкулов сообщил, что себестоимость строительства в Бишкеке составляет 59 140 сомов за квадратный метр. В пересчете на доллары это $676 за квадрат. А продают готовые квартиры по цене, начиная от $900 за квадрат. Если взять, к примеру, однокомнатную квартиру в 35 квадратных метров, то чистая прибыль госипотечной компании с такой квартиры составит почти $8000. Неплохо. Ну вот сейчас мы примерно посчитали, себестоимость, сейчас вот господин заместитель сказал, что себестоимость примерно $700, продажная цена от 1000 до $1400. Разница между себестоимостью и продажной ценой, это считается прибыль. Так я понимаю? Ну, не все объекты по 1400, это только отдельные объекты, там, где складывается инфраструктура, подводка инфраструктуры, соответственно, там районы, которые там они складываются. Из этого в общей массе они в районе $900. Это с учетом того, что себестоимость включает уже отделку, то есть эти все объекты, они под ключ, нужно вот это учитывать. Да? Потому что разницу, когда начинают сравнивать с объектами, например, коммерческих структурах, да, там разница получается тоже колоссальная, ввиду того, что на 1 квадратный метр сегодня отделка как минимум $200 складывается еще плюсом. То есть, насколько я понял, вы хотите сказать, что у вас 3 цены: социально уязвимую слою отдельно, для госслужащих отдельно и плюс еще коммерческая цена. Коммерческая, да. Но не коммерческий, имеется в виду, что он может там внести вклад свой там в районе 50%, и у него, соответственно, там другие условия складываются. Все зависит от оборотного капитала. Вы как бизнесмен понимаете, что в этом бизнесе очень важно, чтобы была оборотка, которая поддерживала дальнейшее развитие. Да? Даниил Юрьевич, я согласен с этим, но вы поймите, что мы ГИК создали не для того, чтобы там зарабатывать на нем. Мы не зарабатываем на нем. Мы должны предоставлять жилье социально уязвимому условию. Чем он и занимается? По доступным ценам. Чем он и занимается? А вот вам пример того, как госипотечная компания помогает, в кавычках, нуждающимся. Выпускник детского дома Игорь Беляев, которому квартира от государства и так положена по закону, но государство ее не дает, попытался хотя бы взять квартиру в ипотечный кредит на льготных условиях. Социальная ипотека, 4% годовых. Игорь Беляев уже 13 лет пытается получить жилье, гарантированное государством. При этом ведет активную социальную работу, находит спонсоров, помогает детским домам и сиротам по всей стране. В ответ на свое обращение в ГИК он получил формальную отписку. ОАО «ГИК» также сообщает, что в рамках программы для выпускников детского дома, а также для круглых сирот отдельное направление не предусмотрено. На основании вышеизложенного сообщаем, что ваша заявка на участие в программе будет рассмотрена согласно списку очередности по направлению «Доступная ипотека» от 23 января 2026 года по городу Бишкек. Мы связались с Игорем Беляевым, и вот что он нам рассказал.
Сегодня заместитель главы госипотечной компании сказал Джигурку Кенеши, что выпускникам детских домов по закону и по положениям ГИК положена квартира на льготных условиях, ипотечная квартира, под 4% годовых. Насколько я знаю, вы уже обращались ранее в госипотечную компанию. И какой ответ вы там получили? Дмитрий, добрый вечер еще. Спасибо большое за поддержку, поддержка жилья, именно освещение. Это немаловажно, потому что я являюсь выпускником детского дома Краснореченская школа-интернат. В 2010 году выпустился и работал в Хаяте. И сегодня я решил на себя испытать ту проблему, почему выпускники детских домов не могут получить жилье. И мы столкнулись, что я являюсь основателем общественного фонда правозащиты детей, и я не подхожу по социальной льготе по 4% годовых, потому что проблема тут, мне говорят, ООО ГИК даже сообщает, что в рамках программы для выпускников детского дома, а также для круглых сирот отдельное направление не предусмотрено, и я не могу именно стать на очередь по социальной льготе получения жилья по 4 годовых процента, и меня поставили на доступное жилье по 8 годовых процентов. И для меня это было удивлено вопросом, да, потому что я даже сам не смогу такой процент оплачивать ежегодно 8%. И да, я работаю, мы оплачиваем налоги, соцфонд, все как положено, но, к сожалению, это мне не по силу оплачивать такой процент именно по 8% годовых. И это сегодня я получил письмо, открытое акционерское общество, государственная ипотечная компания. Я получил подпись, подписывает начальник управления по работе с населением ООО ГИК Тотубаева. Вот она, я могу показать, Тотубаева, которое это письмо, которое они подписывают в данный момент. И я всегда стараюсь, чтобы любые вещи, когда слова мы говорим, чтобы она прилагалось соответствующим документам, которые мы получаем. Мы обратились сегодня также к президенту Кыргызской республики Садыр Нургужоевичу, первому заместителю председателя правительства Кыргызской республики Идиль Байсалову под социальным блоком. Мы также обратились к депутату Жагорку Кинеш, Дастан Бекешеву, Эльвире Сорабалтиевой обратились, Жанар Каеву обратились Болоту Ибрагимову в письменном виде. Это было. Также мы обратились к спикеру парламента Кыргызской республики Жагорку Кинешу. Мы обратились в все инстанции, куда мы могли. Мы обратились о содействии, чтобы включили именно в эту ипотечную программу, чтобы каждый выпускник детского дома мог получить жилье по социальной льготе по 4% годовых. Но, к сожалению, сегодня мы слышим в парламенте, что первый заместитель председателя ипотечной программы ГИКа выступает, что каждый выпускник имеет право получить жилье по 4 годовых процентов, но сами они противоречат, потому что они сами мне отправляют письмо, документ, вышел 29.01 января 2026 года. Я получаю этот документ, вот он письмо, которое, чтобы не было голословно. И я хочу, Скажите, чтобы... кроме этого, вы какие-то ответы получали другие от тех, кому вы обращались? Смотрите, мы пока еще ответа не получили, мы только получили от ипотечной компании программы, потому что мы в то же время всем рассылку сделали, но пока мы не получили. Но я надеюсь, что это пользу выпускников, пользу детей-сирот, это пользу нас. И я хочу испытать на себя сначала проблему. Не испытать проблему, ты не сможешь никогда помочь тем людям, которым нужна с вами помощь. И наша задача, мы не критикуем власть, а мы хотим, чтобы в рамках закона, в рамках законодательной Кыргызской республики было, в рамках жилищного кодекса, который есть, получается. И странный вопрос задается, почему дети-сироты, это что, не социальная льгота, что они не имеют права на получение жилья? Почему мы вычеркнули выпускников вообще системы? Почему мы вычеркнули дети-сирот? Возвращаемся к заседанию парламента. Депутат Дастан Бекешев в очередной раз прошелся по антимонопольной службе, которая вместо контроля цен на товары первой необходимости занимается проблемой чаевых в ресторанах. Данияр Жолдошевич, вот вы приняли постановление о регулировании цен, даже не регулировании цен, а о том, чтобы в меню кафе все убрали проценты. Я благую мысль вашу понимаю, но натворили делов таких, что теперь назад уже это не вернешь.
Зачем нужно было вмешиваться в это, не понимаю. Я вот еще раз повторюсь. Займитесь, пожалуйста, базовым минимумом, который, к сожалению, не регулируется. Он может регулироваться, но не совсем хорошо. Цены на муку, масло, мясо и другие продукты питания, которыми мы питаемся дома, которым питается каждый человек. А вы взяли в кафе, залезли, и вот, пожалуйста, весь ресторанный бизнес, кофейный, прочий, его трясет. Отменить сможете постановление? Дасан Далбаевич, данные мероприятия были проведены в рамках защиты прав потребителей. С учетом того, что есть соответствующая калькуляция, мы сейчас эти мероприятия со сферы услуг проводим. Они не имели права включать услуги в стоимость предоставления услуг. То есть, согласно закона, вознаграждение за обслуживание, оно должно быть добровольным. Соответственно, при включении его в счет, то есть это уже неправомерно, это нарушение прав потребителей было. Соответственно, сегодня мы привели в соответствие. Мы эту работу проводим в сфере услуг. Как вы знаете, за последнее время данная сфера показывает очень высокую динамику по увеличению цен. В этом плане мы соответствующие мероприятия проводим совместно с антимонопольным комитетом. Дастан Бекешев также поинтересовался проблемой недостаточного озеленения. По его словам, если верить отчетам министерств и мэрии Бишкека, то столица должна уже утопать в зелени. По борьбе со смогом. Вот мы постоянно говорим о борьбе с углем, газификацией. Вот про озеленение мы мало говорим. Есть у вас хорошие акты, 9 апреля 2025 года распоряжение Кабмина номер 265. Если бы его реализовали бы, у нас Бишкек, весь Кыргызстан был бы засажен деревьями. Но этого не происходит. Дайте возможность гражданам брать у муниципалитета в аренду или бесплатно для озеленения. Я уверен, люди готовы это делать. Я сам готов вот в 7-м микрорайоне, если вот вы дадите в 12-м микрорайоне, найти спонсоров и вот озеленять, делать эти скверы. Спасибо, Дасан Далбаевич. Мы полностью поддерживаем данное предложение. Кроме того, как вы знаете, в рамках программы озеленения нашим питомникам должны соответствующие поручения по обеспечению саженцами. В рамках месячника по озеленению мы готовы поддержать вашу идею, готовы с местными сообществами проработать этот вопрос. Смога в Бишкеке стало меньше? В этом депутатов Джигарку Кенеша попытался уверить сегодня министр природных ресурсов Мидар Машиев. По его мнению, данные международного проекта IQR некорректны. Гидрометтин байкоосунун негизинде акыркы 2 жылдагы бир аз абан сапаты жакшыруу тенденциясы бар. Көйгөй турат, ыш маселеси дагы эле турат, ыш бар. Бирок дүйнөдөгү биринчи булганган шаарларга кирди дегенге биз кошула албайбыз. Бизде анчалык деңгээл жок. Ал эми жанагы IQR сайтындагы ошол көрсөткүчтөр биз ошондой бир күмөн болбош үчүн биздин гидрометте азыр ушу долбоордун алкагында байкоо системаларын бүт жаңылап жатабыз. Аны мамлекеттик тийиштүү орган гана элге ушул маалыматты жайылтуу үчүн буюрса быйыл жылдын аягына чейин ал системалар ишке түшөт. Биз ошолорго сунуштайт элек ошол маалыматтарга караганга. А я хочу показать министру природных ресурсов видео с YouTube-канала Somewhere in Kyrgyzstan, снятое и опубликованное 3 недели назад, просто для ознакомления. Ну, кстати, справедливости ради следует сказать, что сегодня в международном рейтинге городов мира с самым грязным воздухом Бишкек занимал уже 46-е место. Раньше, напомню, он был в первой десятке, иногда занимал и 1-е место. Но, по мнению министра природных ресурсов, датчики этого проекта IQR измеряют чистоту воздуха неправильно, поэтому выводов делать не будем.
И завершим выпуск теми же депутатами. Наши коллеги из государственного канала Алатау-24 провели небольшой опрос-тест среди депутатов на знание дорожных знаков. И вот что вышло. Двухсторонний, то есть и вперед, и назад дегенде эме го. Так что вперед и назад дегенде кандай бирөө кызыл, бирөө кара болуп турат да. Бул вот дагы кайсылар бар? Кийинкисин көргөз көрөйүн анда. Бул стоп. Токтот. Андан кийинкисин. Так. Бул жакта эме дорога кого-то главная, да? У кого-то главная дорога? То есть биз баратабыз, бирөөнүкү второстепенный, бирөөнүкү главная. Бул кирүүгө тыюу салынган белги. Толугу. А бул белги? Парковка запрещена болуп калат го. Кийинкиси? Алдыга, анан оңго бурулат. Напомним, народным избранникам совсем недавно вручили новенькие и довольно дорогие автомобили, но без водителей. Депутатам придется либо нанимать водителей за свой счет, либо самостоятельно садиться за руль. Депутату-участнику этого опроса настоятельно советую этого не делать. А если очень хочется, пойти в новую государственную автошколу, отучиться 10 месяцев, выучить правила и все дорожные знаки и получить водительское удостоверение в установленном законом порядке. На сегодня у меня все. Напомню, Тандыр Медиа делает новости на кыргызском языке. Обзоры нашей журналистки Перизат Саидбурхан есть на канале Тандыр Медиа Кыргызча. Ссылка на него в описании к этому выпуску. Рекомендую подписаться, чтобы не пропустить новых видео. Жду ваших комментариев, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Ставьте лайки, делайте репосты. Этим вы поможете нашей редакции охватить большую аудиторию. Всем вам мира и благополучия.